чествуем самых солдат, героев. Их мужеством гордится вся страна. Не имена на сложном обелиске, а фотографии в руках родных. Так в мае чтят погибших близких, что не вернулись с той войны. Бессмертный полк — это память людей. Память не про эпоху вождей, а про родного, близкого, своего человека. Каждый пришедший сегодня на площадь думает: твой бессмертный полк — это память о моем деде. И только поэтому бессмертный полк стал народной традицией. Причем такой, которая собирает 9 мая воедино нас всех. В этом движении нет ограничений уезда. За беды может каждый, кто пришел даже без фотографий. По уставу ровно столько людей может стать бессмертный полк, сколько придет. Но бессмертный полк — это не только память о тех, кто носил военную форму регулярной армии. Подпольщики и партизаны, труженики трудовых людей, дети войны и узники нацизма, блокадники. Каждый достоин памяти, каждая имя важна. 9 мая 2015 года в городе Томске на праздничный военный парад горожан впервые вышел бессмертный полк. Колонии полка оказались почти 2000 патриотов, ветеранов и прошли более 6000 детей. Сегодня в Томске работают координационные центры ветеранов и политические, общероссийские гражданские инициативы. Рядом с бессмертным полком вышли почти память героев более полумиллиона человек. Впервые построение бессмертного полка прошло на Чеботке в Анадыре 9 мая 2015 года. Когда к полкам загородного сил вышло мнение 4 миллионов человек. В нашем регионе стартовался бессмертный полк, но там помнили о собачьих упряжках. Надежда, конек, который несли на своих плечах изображение воинов, ушедших на прошлый год. Колонна бессмертного полка открывала юбилей нашествия города Анадыря. Это была самая большая колонна городского праздника, которая по округу, причем Тимур, с праздником! Главная задача бессмертного полка. Бессмертный полк формировался как общественная, некоммерческая, не политическая, не государственная, то есть добровольческая гражданская инициатива. Быть частью полка может любой человек, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Одновременно на сайте бессмертного полка пишется народная летопись войны. Каждый гражданин может оставить здесь историю своего полка. Сегодня на сайте обработали 300 тысяч биографий. Координаторы полка работают в 1200 городах. Здесь уже 20 странах мира. Официальная символ бессмертного полка — журавль, взлетающий в небо на фоне красноармейской звездочки. Образ взмывающего неба журавля — символ, свидетельствующий тех, кто вынесет войну на своем пути на фронт беды. Он соединяет души ушедших и память потомков. Меня из глубины времен, ты мой родной, мой легендарный прадед, из высоты на мир спасенный глядя, найди себя среди других имен. Личный состав
Фалатовского гарнизона для проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, построен заместитель командира части подполковник Евстафьев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Война! Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Смирно, равнение право. Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы внесли. Марш! Митинг, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Наши подрастающие поколения, которые здесь стоят, еще малые дети, наша молодежь, которая сегодня учится, поступает в высшие среднеспециальные учебные заведения, это продолжатели бессмертного полка, продолжатели нас, ветеранов, которые будут дальше строить, и лучше будет жизнь. Конечно, сегодня подводных камней для нашей Родины много. Много нам подставляет ноги, чтобы мы все-таки стали хуже. Нет, этого никогда не будет, и никогда мы не допустим этого. Спасибо вам за то, что вы продолжаете наше дело. Будьте здоровы. И я хотела бы от имени ассоциации старейшин округа поздравить вас с этим великим, незабываемым днем, священным днем Победы. Победы. Будьте здоровы, берегите себя, дерзайте. У вас возможности у молодежи сейчас очень большие. И грызите науку, идите вперед, лучше нас, чтобы вы работали. Всего вам доброго, дай Бог. Слово предоставляется первому заместителю губернатора Чукотского автономного округа Николаеву Леониду Анатольевичу. Уважаемые жители и гости Чукотки, от имени губернатора и правительства хочу вас поздравить с главным государственным праздником Российской Федерации – Днем Победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые друзья, героизм советского народа на фронте и в тылу позволил одержать эту победу и сломать хребет фашизму, спасти весь мир от злобы нацизма. Хочу сказать, что сегодня есть попытки каким-то образом пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, итоги Второй мировой войны. Но эти попытки, конечно же, не пройдут. Об этом говорит
то, что не только по улицам российских городов и сел идет бессмертный полк, но и по городам всех континентов. В 28 городах Соединенных Штатов, в Южной Африке, Австралии, Европе идут колонны бессмертного полка. Это говорит о том, что правду никуда не спрячешь. Мы победили в этой войне. Крепкого здоровья ветеранам, низкий поклон. Наша задача, чтобы это оставалось в памяти поколений, чтобы молодежь наша знала, что мы победили в этой войне и никому эту победу не отдадим. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется заместителю председателя Думы Чукотского автономного округа Андрееву Михаилу Васильевичу. Дорогие друзья, жители города Анадыря, жители Чукотки, позвольте от лица депутатов Думы Чукотского автономного округа поздравить вас с праздником, Днем Победы. Этот день, как в песне поется, он со слезами на глазах. И действительно, в последнее время все меньше людей остается, которые могут от первого лица рассказать молодежи о тех лишениях, трудностей и тех подвигах, которые им пришлось пережить. Но эти люди в нашей памяти остаются навечно, о чем свидетельствует все более возрастающее число людей, которые идут в рядах бессмертного полка. Вы помните, когда первый год шел этот бессмертный полк, люди наши умещались на террасе нашего дворца. Сейчас места мало для того, чтобы разместить всех. Мне хочется обратиться к нашей молодежи. Учите историю страны, учите историю Великой Отечественной войны, для того, чтобы иметь возможность ответить тем политиканам, которые пытаются в настоящее время переписать историю Великой Отечественной войны в угоду своим меркантильным интересам. Не позволяйте им этого делать, потому что иначе мы потеряем нашу страну. Не верьте тем, кто говорит о том, что мы много денег тратим на нашу армию, на наши вооруженные силы, поддержание обороноспособности нашей страны. Не поддавайтесь таким словам, потому что помните народную мудрость. Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья ветеранам и долгих лет. Желаю мужества нашим солдатам, которые защищают нашу страну. Еще раз с праздником. Мы помним тех, кто отдал жизнь за наше счастливое будущее. Спасибо. Слово предоставляется главе городского округа Анадырь Давиденко Илье Валентиновичу. Дорогие горожане, уважаемые гости столицы Чукотского автономного округа, сегодня вся наша великая страна, Российская Федерация, от Чукотки, от нашего города и до Калининграда, с которым нас разделяет 11 часовых поясов, празднуют самый главный, самый великий праздник – День Победы. Без этого праздника просто не было бы сейчас ни страны, ни всех нас, кто стоит сейчас на площади. Наша страна очень большая, она многоконфессиональна, она многонациональна. Но когда беда приходит к нам во двор, мы все объединяемся для того, чтобы дать отпор любому врагу, и внешнему, и внутреннему. Дорогие друзья, в этот великий день хочу пожелать вам мира, добра, гордиться и приумножать славу великой страны, нашей великой России. Огромное спасибо ветеранам, присутствующим здесь на площади, за их доблестный труд. Это то поколение, которое еще помнит, как после Великой Отечественной войны, в каких условиях наша страна восстанавливала свое могущество, и она ее восстановила. С праздником! Мира, добра, удачи! Ура! С Днем Победы! Слово предоставляется управляющему Анадырской и Чукотской епархией Высокопреосвященнейшему архиепископу Матфею.
Дорогие ветераны, славные воины, братья и сестры, поздравляем вас с великим праздником нашей Родины, Днем Победы. Он объединяет весь наш народ и прославляет величайший подвиг всех тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. Русская православная церковь на протяжении всей истории жила одной жизнью со своим народом. И тогда, в дни Великой Отечественной войны, она вместе со всей страной пережила это несчастье, обрушившееся на нашу Родину. В первый же день войны она благословила всех на защиту священных границ нашего Отечества, назвав это делом всенародного подвига. Победа стране досталась очень дорого, но народ вынес огненное испытание с беспримерным мужеством и достоинством. Источником внутренней силы была любовь к ближним, к своей земле, готовность к самопожертвованию. С благодарностью, преклоняясь перед мужеством военного поколения, будем и мы помнить, что от духовных основ, от нашего самосознания зависит способность побеждать врага не только на поле брани, но и добиваться успеха в мирной жизни, преодолевать иные трудности. Сегодня, как и тогда в 45-м, весенняя радость пасхальных дней неразрывно соединяется с радостью победы. Пусть же воскресший Господь укрепляет все наши душевные и телесные силы, даруя сердцу радость, а российской земле счастье и мир. С праздником! Слово предоставляется члену регионального штаба Общероссийского народного фронта Чукотского автономного округа Рузановой Василисе Ивановне. Уважаемые земляки, знаменательный день 9 мая 1945 года особо отмечен в истории человечества. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа навечно остается в героической летописи Отечества. День Победы значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы чтим как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Всем, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколениями победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения.
Победы! 4 огненных года прошагали наши воины дорогами войны, приближая победный час. И он пришел, долгожданный День Победы, 9 мая 1945 года. День всенародного ликования, радости, но радости со слезами на глазах. Как патроны. Сюда, закатали. День Победы. День Победы. Ага. Ну мы домой стороне. Конечно, приходи, ага. Ага, давай. Паша, тебе заняться нечем. Привет, с праздником.
9 мая, День Победы. Спасибо. Усы отрастил военные. Это что? Регин, я побежала. Я думала, не проехала, вообще никто не... Спасибо. Что хотите? Хотели подвижные. Мы одни в окружении. Михаил, какой сегодня праздник? День Победы. Громко. 9 мая. Сегодня праздник 9 мая. Мая. Здрасте. Здрасте. 9 мая. А праздник какой? 9 мая. День бессмертного полка. День Победы. Праздник День Победы. Просто так ходить. Можно зайти? Здравствуйте, можно снимать. Гоша, дай мне фото. Заглянул в соседний сад, там взглядом молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою, зоги летние
лебедь. Во. Молодец, Миша. Я тоже выигрываю, говорю вам. Молодец. Давай. Чего у вас такая бородатая камера? Вот такая. Танцуй. Сегодня Европа, если грудью не станет.